Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока – путешествие в музыкальный театр, мюзикл. Мюзикл – это развлекательное представление, в котором соединяются различные жанры искусства – эстрадная и бытовая музыка, хореография и современный танец, драма и изобразительное искусство. В основу мюзикла чаще всего положено литературное произведение, завоевавшее широкую популярность. Примером может служить мюзикл «Призрак оперы» композитора Ллойда Оппера, который основан на одноименном романе французского писателя Гастона Леро. В России мюзиклы пришли из Америки. Наиболее популярные и известные «Моя прекрасная леди» Фредерика Лоу, «Звуки музыки» Ричарда Рочеса. В России мюзиклы появились в 60-е годы XX века и пришлись по вкусу публики всех возрастов и музыкальных предпочтений. Мюзикл сформировался под влиянием оперетты, оперы, водевиля и бурлеска. Водевиль – это короткая комическая пьеса, обычно с пением куплетов, романсов и танцами. Бурлеск – это маленькая шуточно-пародийная опера. Оперетта – это жанр музыкально-комедийного искусства, сочетающий инструментальную музыку с вокальной, с танцем и текстом. Характерными чертами мюзикла является отсутствие стремления к подлинному реализму в сюжете и исполнении, двухтактовая форма, доступная для восприятия простая запоминающаяся музыка, ориентированность на широкий круг слушателей. Ярким примером мюзикла является «Моя прекрасная леди» Фредерика Лоу. Этот мюзикл был основан на пьесе «Пигмалион» Бернарда Шоу. Премьера состоялась в 1956 году. I could have danced all night, I could have danced all night, and still have begged for more. I could have spread my wings and done 1,000 things I've never. Занимательный мюзикл «Кошки», созданный Эндрю Ллойдом Оппером, также один из ярких представителей жанра. Премьера мюзикла состоялась в 1981 году. Мотивом мюзикла послужил сборник детских стихов Томаса Стернса Эллиота «Популярная наука о кошках», написанная старым опоссумом. Место действия – колоритная помойка, на которую со всех уголков стягиваются кошки. Породистые, беспородные, домашние и дикие, все они собираются, чтобы решить, кто из них отправится в рай, чтобы потом возродиться к новой жизни. Во время представления каждый персонаж рассказывает о себе в песне, объясняя, почему именно он должен, удостоен быть такой чести. Особенность этого мюзикла в том, что каждая сцена и каждый номер сопровождаются танцами. Можно решить, что мюзикл может быть представлен публике только в виде театрализованного зрелища, однако это не так. История развития жанра представлена в телеверсии, а также музыкальные мультфильмы. В России примерами мюзиклов для детей служат «Приключения кузнечика Кузи» Юрия Антонова, «Волк и 7 козлят» на новый лад Алексея Рыбникова. «Приключения кузнечика Кузи» – музыкальный рисованный мультфильм, созданный в 1990 году. В его основу легла книга Михаила Плесковского «Дневник кузнечика Кузи», выпущенная в 1979 году. Позднее, в 1983 году, советский композитор-автор Юрий Антонов совместно с авторами книги Михаилом Плесковским написал мюзикл для детей о кузнечике Кузи. По сюжету кузнечик покидает свой родной луг и попадает в различные приключения, о чем по ходу сюжета он не поет. «Волк и 7 козлят» на новый лад. Музыкальный мультфильм по мотивам русской народной сказки. В мультфильме все персонажи общаются исключительно с помощью песен, стихи которым были написаны Юрием Менькиным, а музыка композитором Алексеем Рыбниковым. Сюжет мультфильма дублирует русскую народную сказку, однако все реплики и действия сопровождаются музыкой и пением. Концовка немножко изменена. В финале волк и 7 козлят весело вместе поют в лесу. Мюзикл – это неотъемлемая часть современной популярной культуры. Мюзикл является легким развлекательным жанром.
Некоторые мелодии из мюзиклов становятся очень популярными и надолго остаются в памяти. На этом я заканчиваю урок. До свидания, до следующих встреч.